Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И я рад представить гостя нашей студии. Это Иван Подрез. Кто должен все время улыбаться? Женщина. Самый известный композитор всех времен и народа. Бетховен. Что сильнее всего пачкает одежду? Пачкуля. Какие животные обитают в городе? Дикие. Почему известный человек использует псевдоним? Ему стыдно. Почему человеку нужно срочно вернуться домой? Забыл выключить утюг. Человек, который не нуждается в представлениях. Иван Подрез известен и как телеведущий, и как музыкант, и как продюсер. Его рабочие интересы весьма разноплановы, от интеллектуальных игр до конкурсов красоты. А еще Иван интересный собеседник, готовый рассказать много интересного практически обо всем. Привет! Привет. Привет, Супер очень хай. рада тебя видеть. И сразу у нас к тебе вопрос как к профессионалу. Вот ты свою карьеру ведущего очень рано начал. В 19 лет. И как Я не все это знаю, началось? были ребята, которые раньше начинали. Там, не знаю, даже Дима 5 утра. Шепелев и Денис Курьян в 4 года. Нет, позже, наверное, они лет с 15 работали. Все случилось совершенно случайно. Тогда была такая интеллектуальная игра, которая называлась «Дебат». Она сейчас, наверное, существует и процветает, слава богу, у нее Это все хорошо. интеллектуальная игра? Да, две команды спорят друг против друга по заранее известным правилам. Задается какая-то тема, животрепещущая, которая интересует общество, и по заранее известным правилам команды друг с другом спорят. Мгм. Мы с другом составили национальной сборной по дебатам, ездили по миру и играли в эту игру, и один из эфиров программы 5.5 был посвящен дебатам. Мы туда пришли как участники национальной сборной, и как-то редактору Тамаре Михайловне Пенигиной понравилось то, что происходило в катре. Он говорит: слушай, Вань, попробуй, приходи там через неделю, попробуй. Я говорю: ну хорошо, да, давайте попробуем. Так вот и получилось. То есть, в принципе, все достаточно случайно, если считать, что это случайность. А ты вот не зазнавался, когда к тебе первая популярность пришла? Да, конечно, зазнавался. Во-первых, тогда телевидение смотрели. Что-то значило. Вот, да, Тогда ты телевидение смотрели, в общем, тогда не было Ютуба еще. Вот. И действительно были времена, когда в метро было сложно ездить. Тогда в нашем телецентре программа снималась на Макаенко. Можно было просто прийти и посмотреть на прямой эфир. И вся проходная на Макаенко и двор были забиты желающими попасть в студию 5.5. То есть на тот момент действительно программа была очень своевременной. Но надо сказать, что мне очень повезло с друзьями. Я тогда учился в лингвистическом университете, которым, в принципе, было пофигу, что происходит на телевидении. Вот. Ребята были достаточно неформальные. И когда они видели в очередной раз, что кто-то подходит на улице и начинает кричать: он же из 5.5, или там я его где-то видел, потом в течение, там, не знаю, минут 15 они бегали кругами вокруг меня, кричали: он же из 5.5. То есть они, в принципе, звездную болезнь нивелировали как-то сразу. И она недолго продолжалась, слава тебе, Господи. Вот. А в чем выражалась эта звездная болезнь? Ну, как у всех нормальных, уважающих себя людей, приезжаешь там в гостиницу, сразу телевизор из розетки и в окно выбрасываешь. Поджечь шкаф там. Я вот просто выбираю, какую модель своего поведения выбрать, потому что я чувствую, что накатывает звездная болезнь, и вот я хочу Тебя? мнение со стороны. Я на ТНТ вот это вот сижу, что я здесь в микрофоны говорю, понимаешь? Смотри, нормально, Без если... звездной болезни никак, зайчик мой. Ну, слушай, Да. если захочешь, например, поджечь шкаф в гостиничном номере, а потом просто его распили Так, и вынеси аккуратненько. сложная схема. Я, Не-не, пожалуй, без звездной потом, когда болезни. придут принимать номер, спросят, где шкаф, скажешь: не было шкафа. Все просто решается. Ты в свое время еще работал в сфере топовых конкурсов красоты. Это как? Да. Как про этот опыт расскажи. Мне повезло, потому что один из наших больших национальных телеканалов в 2013 году был соорганизатором конкурса Miss Supranational, один из самых больших конкурсов красоты в мире. Он входит в топ-5 самых престижных. И тогда нам с Денисом Курьяном доверили его вести. Я писал сценарий, сценарий громко сказано, текст ведущих. И после этого организаторы конкурса уже владельцы франшизы, это поляки и немцы. Им все очень понравилось, и на следующий год они меня просто пригласили вести конкурс в Польшу, и так с некоторыми перерывами продолжалось 6 лет. Это, конечно, колоссальный опыт, потому что работаешь не в своей родной языковой среде. Я это все вел по-английски. Параллельно ведущие вели по-польски и по-английски. И, вы тоже должны понимать, что это прямой эфир, эфир, который фигачит там на весь мир. Вот. И очень важно... И слово «фигачить» не скажешь, как Слово бы, да? фигачить никак не скажешь, но весь польский мат, который в подслушке звучал, я выучил досконально. То есть, Но он в любом забавный. Да, потому что режиссеры пытаются с тобой разговаривать по-английски, но в определенный момент их английского начинает не хватать, они переходят на польский, и там, в принципе, набор слов, который понятен каждому белорусу. Вот. Да, было здорово. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. У нас в гостях Иван Подрез.
Привет. Что еще один яркий проект, автором которого ты являешься, это «Легенда Лайв». Расскажи нам немножечко об этом. Я не совсем автор проекта. Один из? Один Как из, правильно я бы сказал, сказать? да. Наверное, соавтором меня можно назвать в некотором приближении. Все-таки прям идея принадлежит Михаилу Быченку. Это SEO группы компании «Медиакуб». И на тот момент с нами работал потрясающий совершенно режиссер Саша Потапов, который сейчас работает на телеканале ТНТ в городе Москва. Снимает уже, не знаю, какой-то, наверное, 18 или 19 сезон Саши Тани. Я уже не помню просто сколько, но он действительно очень много их снял. А мы с еще одним нашим другом Александром Тобольским занимались уже скорее такой сценарно-продюсерской частью. «Легенда Лайв» для меня, наверное, в жизни, если вспоминать все проекты, а их было очень много, там, грубо говоря, за, наверное, лет 15-16, в течение которых я был связан с телевидением, включая международные проекты большие, да, на международных телеканалах в той же Польше. Для меня лично это проект наиболее созвучный мне самому. А почему? Потому что я лет с 5-6 так или иначе связан с музыкой был, и, в общем-то, то, что я в себе копил в смысле какого-то музыкального багажа, знаний о трендах, тенденциях, легендарных группах, альбомах, поворотных моментах в музыке, это все оказалось востребованным в этой программе. Очень разные артисты принимали в ней участие, да, перепевая песни легендарных групп. Всем нам очень повезло, что мы оказались вместе в этой точке времени. Очень повезло, что один из наших больших телеканалов поддержал эту идею в свое время, и мы получали просто колоссальный кайф от этого проекта, действительно. Вот. Была в твоей жизни еще такая составляющая большая под названием группа «Атлантика». Да. Участие в ней — это значимый период для тебя? Это был тоже очень классный, замечательный опыт. Мы до сих пор общаемся, дружим с Алексом Дэвидом, драйвером и автором музыки ко всем песням «Атлантика». К сожалению, мне уже сейчас не получается уделять того же внимания песнному творчеству, потому что на протяжении достаточно продолжительного времени мы были соавторами, писал тексты к музыке Алекса. Но мы поддерживаем очень теплые дружеские отношения. Да, и на тот момент, конечно, для меня это был эксперимент. Какие-то свои музыкальные знания, наработки и умения, опять же, в том, что касалось инструментальной музыки, да, и авторства текстов, я привнес в «Атлантика». Было достаточно немаленькое количество концертов по Беларуси за этот период. Был какой-то и концертный опыт, и студийный опыт. Для меня это очень важный период. С «Атлантикой» мы сотрудничали, наверное, года 4 в общей сложности. Это было здорово. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях Иван Подрез. Ваня, Тоже слушай, так. мы для всех гостей готовим определенные интерактивы. Так. Ты не станешь исключением, и прямо сейчас тебе придется поучаствовать в одном испытании. Мне страшно уже, но я на все согласен. Вы классные. Мы будем Поехали. делать то же самое, О, что спасибо. и ты. Поэтому, слушай, у тебя сколько опыта ведущинского? Ведущий. Сколько ведущий? Ведущий 0. Чуть меньше, чем у ведущего. Да, чуть меньше. Нет, ну сколько у тебя ведущинского опыта? О, 16 лет. Ну, вот понятно. Поэтому сейчас мы с тобой будем, собственно говоря, в таком достаточно быстром темпе пытаться читать новости, которые будут появляться у тебя на Давайте, экране. давайте попробуем. Да, хорошо. Я готов. Хорошо. Итак, мы готовы. Макс готов? Я. Все, мы готовы. Поехали. Всем доброго утра. Это программа «Очень важные новости». В студии Анастасия Бржепстоцкая. И Максим Скипидарович Амблумнецкий. Будем знакомы. Итак, к новостям. Житель деревни Верхние Черемушки Смолевичского района Минской области Олег Варфоломеевич Ингибиторский знал, что на праздник семьи придет теща, и для нее ему придется открывать шампанское, поэтому поставил в церкви свечку за рикошет. Следующая новость пришла к нам из Городгонского городского отдела по воспитанию, пропитанию и досыпанию детей и матрасов. Так как в детском садике номер 7 был только один горшок, эстафета практиковалась не только на занятиях физкультурой. Переходим к новостям спорта, и с ними вас познакомит наш соведущий Ваня Подрез. Здравствуйте, добрый день всем поклонникам спорта. Меня зовут Ваня Подрез, и сейчас я познакомлю вас с спортивными новостями, которые произошли на этой неделе. Мужская Суперлига Египта по баскетболу, более известная как Суперлига Египта, при поддержке Тутанхамона преодолела 10-й. Мы стали свидетелями одновременно понятными чего, в которых баскетбольный клуб Аль-Ахли в упорной греко-римской борьбе преодолел и не заплакал сопротивление баскетбольного клуба Аль-Газира. Тише! Из пирамиды Хеопса не испытал серьезных чувств и проблем с клубом Аль-Джазира. Счет 132-123. Тихат Аль-Садари, представляющий ничего не делающий, чудом унес ноги. А шейную часть уже не успела. Также вырвал победу команда Аль-Шакри. Со счетом 126-108. Переносимся в самую волейбольную страну мира — Мадагаскар. Здесь в Мадагаскарской региональной волейбольной лиге справедливости состоялся завершающий турнир под названием «Начало», в котором приняли участие такие команды, как Батаганас Сити, Атлетикс Батаганас, Тим Булсу, Горд Герарс, КДСЛ Гриффинс, Цеу Скорпионс, Дас Марьянос Монаркс, Де Ла Сал
Аранета, Дилимайн Колледж, Blue Dragons, Big Blue Dragons, Дулса Университети, Дулса Стеллионс, Эмилио Агунальдо, Колледж Генералс, Хосе Рисал Хэви Бомберс, Ла Консоласьон, Blue Royals, Луби Patriots, Лисеум Филиппинс, Университете Pirates, National College, Business and Arts Wildcats, Национальный университет НКБА Wildcats, Бульдогс, Оливарес Коллегис Альонс, ПКУ Дасманириас Долфинс, ПКУ Долфинс, Pirates Таурус, Тип Энерджетик, Кусубс Брамхаманс, Кус Гролинс Тайгер, Спартак Москва. По-моему, мы сейчас вызовем дьявола, друзья. Это все новости спорта к данному часу. В студии был непревзойденный самолюб Иван Подрез III. Спасибо большое, мы продолжаем. Очень это важные было круто, новости, спасибо, да. немного семейной тематики. Игорь Семенович Пассимпл из Петропавловска-Камчатска потерял на работе контейнеры для еды и целый день ждал, пока в Петропавловске-Камчатске закроются все ЗАГСы, ведь только потом он мог спокойно вернуться домой с работы к своей жене Елене Никитичне Present Perfect. Еще немного о спорте. Новость пришла к нам буквально вот-вот, там-там, сюда-туда. На матче двух команд из молодечной футбольной судья услышал рельсы, шпалы и понял, что врач молодеческой старухи все-таки тянет время. Далее о прогнозе погоды. С ним вас познакомит уже знакомый вам наш соведущий Ваня Подрез. Добрый день, Иван. Добрый. Итак, к новостям погоды Филиппин. В Кесон-Сити район Кесон плюс 15. В Маниле район заманил немного теплее, плюс 17 градусов. Калакан, Давао себе не могут похвастаться хорошей погодой. Там на следующей неделе прогнозируются осадки, градующий снег. Дарак Прифромли, прямая трансляция Кривого зеркала. В остальных городах Заманьяна, район Вест-Норд, Буанга плюс 20. В Антиполо и Тасиге плюс 18. В Анилинсуэле плюс 20 градусов. Перейдем к погоде в Республике Беларусь. В Минске плюс 2 из 36. Играйте, выигрывайте. В Гомеле, Бресте, Могилеве плюс 2. В Гродно плюс-минус 5. В Витебске плюс 3. Итого в Беларуси прикольненько, но лучше перед выходом посмотрите в окно. И передаю слово нашим ведущим в студии. Спасибо за внимание, Иван III. Спасибо за этот рэп, Иван. Наш выпуск на это подошел к концу. И последняя новость на сегодня пришла к нам из России. К 2030 году планируется отправить первых колонизаторов на Марс, поэтому у нас есть 11 лет, чтобы уговорить Ольгу Бузову. Это были очень важные новости. Всем всего хорошего. Ваня, это было просто великолепно, я тебе могу сказать. Я просто шоком смотрела на эти буквы. У меня бы в жизни не получилось даже после тренировки это прочитать. Яр, мы роняем тебя со стула. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях Иван Подрез. Ваня, расскажи нам, пожалуйста, какие прямо сейчас у тебя существуют интересные проекты, чем ты занят? Сейчас я немного отошел в сторону от прям телевизионных проектов, да, или радиопроектов, музыкальных проектов. Сейчас на самом деле, мне сейчас очень интересно, что происходит в таких, скажем, альтернативных традиционным медиа, например, да, YouTube, да, Instagram, другие платформы, социальные сети. Вот, и сейчас моя работа связана с этим. Какие видео на YouTube тебя интересуют как зрителя? Мне очень нравятся научно-популярные всякие видео, их смотрю очень много. Опять же, ну, это, конечно, там клипы новые какие-то интересные, которые выходят, музыкальные обзоры. Ну что ж, есть у нас для тебя еще несколько вопросов, Да. отвечать на которые нужно будет максимально быстро. Супер, и хорошо. коротко. Это такой блиц. Так, поехали. Мгм. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком в мире, кто бы это был? Элвис. У тебя есть недостатки, которые мешают тебе по жизни. Ты сейчас сказала как утверждение. У тебя есть недостатки, которые мешают тебе по жизни. И слушай, какие. Ваня, Записывай. спасибо, что пришел. Сейчас передам с вопросительной интонацией. Есть? Да, Признала. я очень ленивый. Какая черта характера в первую очередь помогла тебе добиться успеха? Я очень ленивый. Лучший способ провести час свободного времени. Почитать. Ты интересуешься спортом как болельщик? Нет. Абсолютно. В абсолютных nine. Тебя легко вывести из психологического равновесия? Нелегко. А кем ты мечтал быть в детстве? Крановщиком. Битлз или Queen? Queen. Ну что ж, спасибо тебе большое за ответы. Было очень интересно. Спасибо, ребят, очень Thank круто you. у вас. Да. Всем привет, доброе утро. Так, ну что ж, Ваня, у нас есть для тебя подарок от Класс. нашего партнера Марк Формель. Замечательный новогодний свитер. Марк Формель. Стильная одежда для всей семьи, задающая настроение дня. Комфортные, уютные, оригинальные праздничные вещи для дома, офиса, отдыха и активной жизни. Примерь свое настроение с Марк Формель. Ну что, с наступающими тебя праздниками. Спасибо, ребят, спасибо. Кто Вас тебе? тоже можно посмотреть? Конечно, конечно. Класс. Так, специальная Супер. Ой, ребят, смотрите, какая новогодняя нежная штука. коллекция. Класс. Спасибо вам огромное. Новый год мне буду встречать. Снежный человек. Класс. Нежный, но... Ну, не- Нежный снежный Да человек. Настя, Спасибо, Марк тебе. Формель. Ребят, спасибо вам. Спасибо, ТНТ International. Всем спасибо! Ху-ху. Тебе тоже спасибо большое и нежное. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Кто владеет информацией, тот владеет миром, говорил много лет назад известный банкир Ротшильд. А в наши дни владеть актуальной информацией еще важнее. И важно отличать ее, кстати, от каких-то журналистских уток. И сейчас пришло время нашей следующей рубрики «Утиные истории», ведущий которой Саша Шупенько будет подходить к людям на улице и говорить им какие-то выдуманные новости и смотреть на их реакцию. Давайте посмотрим, что из этого вышло.
Всем привет, с вами Слава Комиссаренко. Шучу. Или может быть с вами Тед из клиники? О боже мой, я крутой, она знает мое имя. Нет, с вами мастер импровизации, пародии Шупенька Саша. Это рубрика «Утиные истории». Поехали. Правда ли, что все суровые мужики ходят зимой без шапки? Да нет, наверное. Ну вот, есть налицо то, что ходил по молодости без шапки, наверное. Правда ли, что все суровые мужчины ходят зимой без шапок? Да. Да, это так. Ну, получается, я суровый мужчина. Ну, я думаю, это правда. Скажите что-нибудь на суровом. Я просто сурово промолчал. Но из-за холода снижается слух. Что? Слух снижается из-за холода. Правда ли, что все суровые мужчины ходят зимой без чего? Без носков. Без шапки. А они без носков тоже ходят. Носите шерстяные носки и будете здоровы. И? Счастливы. Устраивает ли вас плотность бумаги в жировке? Вообще нет. Хотелось бы потоньше. Хороший вопрос, не знаю. Нормально. Это же обычная бумага. А какая разница? Главное, чтобы цифры были видны. В жировках? Что это такое, извиняюсь? Нет, она очень тонкая и легко повреждается. Буквы расплываются на ней. Ну, не очень удобно в использовании. А что у вас в коробке? Нет, отвратительно. Мерзко. Экономят. На нас явно экономят. Не знаю, я не плачу за ничего, поэтому я не знаю, какая там бумага. Мы ими почти не пользуемся. А какая разница, типа, плотности бумаги, если можно вообще в электронном варианте жировку заказать? Уже можно? Да. В жировке? Это что за такое? Ну, такая бумага с циферками, где вам счет за воду, за газ. Ну, знаете, нет. Ну, поплотнее как-то сделать, как-то договориться, но чтобы по-человечески было. Девушки, здравствуйте. Наверное, довольны. А что? Она плохая разве бумага? Я не знаю. Я их не видел никогда вообще. Я тем более. Да, но там много рекламы бывает. Это мне не нравится, конечно. Можете сделать небольшое обращение коммунальщикам, чтобы они как-то этот вопрос решили? Ну, на самом деле, не считаю, что это проблема. И, в принципе, это очень даже хорошо. Спасибо, коммунальщики. Знаете, нам часто пишут и говорят, что все у вас подстава, подстава. А я вам скажу, не подстава. Смотрите нас. С вами был Шупенька Саша и рубрика «Утиные истории». Пока. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Но прямо сейчас мы готовы представить вам гостя нашей студии. Это танцор Дмитрий Богаченко. Представитель какой профессии? Худший сосед. Танцор. Что школьники часто забывают взять в школу? Рюкзак. Зачем человек идет к речке? Напиться. Что делать, если зимой в квартире холодно? Согреться. Для чего туристы ездят в Австралию? Надо узнать. Танцор Дмитрий Богаченко получил известность как участник различных телевизионных шоу. Теперь он активно занимается над развитием своей карьеры в качестве видеоблогера. Дима хорошо разбирается в самых разных видах танцев и с удовольствием выступает в роли преподавателя. Дим, привет. Привет. Привет, рада тебя видеть. Я тоже. Расскажи, с чего началось твое увлечение танцами? Мое увлечение танцем началось с детства. Мама отвела меня на танцы в 6 лет. Там мне подарили наклейки, и вот и начал заниматься. Наклейки? Да. Ну, типа, там были красивые наклейки, наверное, только поэтому я повелся. А потом уже я понял, что мне нравится прям танцевать и заниматься ими и так далее. То есть ты думал, всегда будут дарить наклейки с каждым твоим приходом, но в итоге нет. Это первый раз оказался. Кстати говоря, была такая мысль, да. Ты участвовал, в принципе, за свою карьеру в популярных телешоу в Беларуси, в России и в Украине, да? Старался, да. Это было сделано тобой для того, чтобы как-то популяризовать собственную личность? Для чего ты туда ходил? На самом деле, просто для интереса, для развития. Вот. Есть мастер-класс, который развивает в танцевальном плане, с одной стороны, а есть всякие такие телешоу, которые развивают тоже с другой точки зрения. То есть и популяризация, и узнаваемость, и так далее. Вот. Но это все надо. Мне кажется, это развивает только стрессоустойчивость, нет? И это тоже. Мгм. Узнаваемость. Что по узнаваемости? Что по узнаваемости? Ну да, фоткаются иногда в метро. Я же инстаблогер. А ты после какого телепроекта увидел этот прилив любви обывателя к тебе? Не после какого. На самом деле это все прошло внутри Инстаграма. Я снимаю видео с младшей сестрой, вот, и они очень классно залетают в аудитории, и вот оттуда и все повелось. Ну что-то же мотивирует тебя принимать участие в танцевальных телешоу? В танцевальных, да блин, просто на самом деле, ну, опять же, развитие. То есть посветил лицом, там узнали туда-сюда, это все очень классно, потом выливается в другие какие-то проекты, предложения и так далее. Вот. Вы же сами это все понимаете. Но, насколько
насколько важно, в принципе, танцору продвигать себя через телевидение, через YouTube? Очень много танцоров, ноунеймов, очень много, то есть хороших, и я не скажу, что я супер крутой, типа, да, выше моего уровня огромное количество танцоров, и проекты, как правило, не всегда продвигают вверх именно те, которые там супер крутые. Это нужно и Персонаж лицо, должен и быть. персонаж, и история, и мимика, то есть, много всяких мелочей. Но по сути, вот до одежда ТНТ, вообще получше у меня. до танцевальных проектов, тоже же были очень крутые танцовщики, но их же никто не знал вообще, и никто о них не говорил. Но телепроекты показали, что танцы — это круто, танцы — это тоже «Солите звезды», и все сразу же вау. Возможно, это даже сподвигло кого-то в очень большой степени и мере пойти заниматься танцами. А почему я сейчас вообще начал про это говорить? Просто в голове, да? Я сейчас как будто себя оправдываю, что я не пошел на танцы, и, возможно, у меня еще все получится. Кстати говоря, никогда не поздно начать заниматься. Вот. Я преподаю не только у детей, а и у взрослых. Вот. И То есть ты после серьезно, если есть 21, какая-нибудь после 30. девочка, которая как бы в жизни танцует как бревно, откровенно говоря, то ее можно как перевоспитать? Конечно, можно. Расскажи, кстати, о своей работе вот преподавателя танцев. Вообще, я преподаю у детей и у взрослых. Вот. С детьми мне, в принципе, нравится работать, потому что у меня 3 младших сестры, и как-то с детства повелось, что, типа, Снимаешь с ними с ними видео? контакт классный. Нет, не видео. То есть, подход имею. Вот, очень классный, удобный, и легко и нравится, в принципе, это делать. Вот. Я учусь совершенно другую специальность, более машиностроительную, так сказать. Более вкратце. машиностроительную? Да. На металлурга. Чем танцы, да? На инженера-металлурга, вот, типа. А с другой стороны, преподаю вечером детям танцы. Как объяснить танцевальные движения ребенку? Какое, например? Ну вот, Вот я любое не движение знаю, делать. любое движение, вот тебе надо, пускай вот это вот смотри, вот О, этому как же движению тебе объяснить? надо научить ребенка. Просто? Нет, но дети, когда они совсем коротыши-малыши, Не, они например, могут делать там, не все, знаю, что нужно угодно. сделать какой-то там Ну, шаг пускай- вперед ногой, да? Да. Я говорю, что мы что-то давим, например, смотрите, там попал жучок, это если супер маленький, да, и они его задавили. То есть, если нужно сделать сильно, я не говорю им там, дети сделали сильно, но они там сделали сильно. А когда у них какая-то мотивация или там идея, задавить жучка, да, прикольно получается. Это вкратце так. Слушай, давай я сейчас буду показывать тебе какие-то танцевальные движения, ты будешь придумывать, как это можно показать детям. Хорошо, допустим, давай. попробуем. Как-то можно показать или рассказать? Как объяснить детям? Объяснить? вот что например, еще мы там сидим у костра, да, тут комары летают, и вот нужно их там убить. У тебя все на убийствах основано, я понял, да? То есть тут мы уничтожааем жука, Почему тут мы нет? убиваем комара, дети головорезы. Мне очень нравится, что ты разговариваешь и параллельно постоянно что-то делаешь. Мне хочется подключиться Да к это этому. неправда, Всё, нет пока. такого, нет. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях танцор Дмитрий Богаченко. Что, Йоу. будут какие-то? Это я. Да, Дима, расскажи, какое танцевальное направление, какой стиль тебе ближе всего? Два. Можно назвать два? Да, давай два. Первый, дай угадаю. Первый — это вок? Джаз-фанк и хип-хоп. Вообще, Мимо. почему я думал, что это вок? Типа, Потому что ты думаешь, что вок — это лапша, и ты голоден. хорошо, чем они тебя Коробочка. привлекают? Они абсолютно разные. Если хип-хоп больше такой, типа, жесткий, мужской, прикольный, то джаз-фанк, наоборот, он такой более пластичный, Так, подожди, женский. еще раз первое покажи. По мне так одинаково было сейчас. Да нет, там же было жестко. А, Типа, все, да, там все, хип-хоп, понял, качёво, да. Yeah. А джаз-фанк такой, типа, там, для девчонок всякое. Все, понял. Это джаз-фанк называют. Я думал, кстати, это вот вок второе. Почему? Вок это там Мы другое. вообще Ну, похоже, профаны. но похоже, Мы вообще да. профаны. А есть ли танцы, которые совершенно далеки от тебя, которые ты не нравятся? Брейк сложный, да, я мало что знаю, умею внизу именно делать из-за проблем с коленом. Я всегда Я думал, думала, что ты скажешь хип... про какой-нибудь ча-ча-ча, про что-то такое Не, я народное. занимался бальными с самого раннего детства. Занимался. Я думал, что хип-хоп и брейк — это одно и то же. Вот настолько я профан. Дим, ты танцы же под музыку, правильно? Танцы под музыку, конечно. Не, можно и без музыки. Такой вид искусства, который под музыку двигаешь телом, вот, в принципе. И вот ты можешь назвать себя меломаном, в принципе? Да, Ты слушаешь да, много да, музыки? да, Какие меломан. твои любимые исполнители? Русские или зарубежные? Давай сначала. Абсолютно разные. Очень много. Белорусские? Белорусские тоже, наверное, есть. Тимы белорусские нравятся? Сначала нравился, а Эти Тимы. потом немножко нравился. Вот. Дим, ты интересуешься биографией всемирно известных танцоров прошлого? На самом деле, по именам я, наверное, мало кого знаю, чтобы прям биографию увлекаться. Я скорее вдохновляюсь людьми, которые сейчас танцуют и живут. Вот. Пока кто-то сейчас чем танцует, прошлого. мы здесь, а кто-то сейчас танцует. Не-не-не-не. Очень много из заграничных и приближающих стран танцоров, которые очень классно танцуют. И не только даже не танцем вдохновляешься, сколько их манерой подачи. Каждый танцор абсолютно индивидуален, как и человек, в принципе. Вот. И очень интересно наблюдать за ними и брать от них что-то для себя интересное. Вот, например, ты смешно, я вот немножко от тебя взял и начал шутить больше. То
Тырым-тырым-тым. Ой, перепутал. Отдай ему перегнул, силы. ты вообще Верни перегнул силы. полностью. Все, вот. Слушай, ну можно говорить о том, что сейчас существует такое некое танцевальное комьюнити, которого не было раньше? Вы как-то Где? встречаетесь? У нас в Минске, в Ну, Беларуси? да, допустим, Беларусь, да, если возьмем ее. Если взять ее, то танцы поднимаются. Очень много крутых школ танцев открывается. На что это больше похоже? На борьбу, либо на общую поддержку, вдохновленную вот Я словом думаю, что танец? больше на support, да, типа на Да? поддержку. Английский немножко типа. Так, вернемся к вопросам. Дим, как танцор, какие ты цели ставишь перед собой на ближайшее будущее? Перед собой. У меня есть мечта танцевальная, вот. А я хочу дать такой класс, чтобы было столько народу, что мне пришлось использовать микрофон. Вот. А это сколько человек должно быть? А я думаю, что 35? больше 400. А? То есть, например, ну, у нас был То есть на ивент недавно. 399 ты еще будешь работать просто голосом? На 300 человек, на 250, да, можно голосом работать. Как это возможно? Возможно. Насколько у тебя громкий Приходите, голос? есть, проводятся ежегодно, ежеполугодно в Минске такие большие ивенты, где приезжают с границы, привозят крутых танцоров, и они нас прокачивают. Сколько было сейчас максимум человек на классе твоем? На моем? У меня группа 20 человек примерно. Максимально в моем классе было человек 40. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях танцор Дмитрий Богаченко. Это я. Да. Не он. Это не он, да? Это Not удивительная я. история. Not я, not он. Yes, он. Так, значит, почему вас посадили, собственно говоря, отдельно? Во-первых, потому что вы оба пришли сюда в спортивках. И одному из вас хватило денег на носке, а второму не хватило, судя по всему. Вот. А еще прямо сейчас у нас будет стартовать интерактив. Дим, можешь угадать, какой будет интерактив? Я думаю, что мы будем петь. Логично, ты же танцор. Максима выбрали как самого пластичного человека, он будет с тобой как бы... и В даже этом не знаю, здании. В этом здании там провели реальный кастинг, все было серьезно, круче, чем на танцах на ТНТ. Да, был я и сторож, который шлагбаум поднимает. Мы соревновались. В общем, Ему было 60, и он не дожил до кастинга. Да. Оказалось, Он не что на смог стороже подняться не в студию. наладить желтый костюм, поэтому все-таки Макс. Хорошо. Итак, мальчики, прямо сейчас у вас на экране будет показано некоторое видео, и вам необходимо будет повторять танцевальные движения. Так, давайте мы так определимся, вы будете зеркально повторять, хорошо? Да. Итак, 1, 2, 3, оп. А я в оранжевом, который. Да, ты А ты в ведешь желтом. тачку. А, прости. Я за рулем. Мы За проигрываем. рулем едь. Синхрон. Скажи, ты репетировал заранее, нет? So let me teach you. О май гад. Yes. 5, 6 и 7 и... Ага, я понял фишку. Как ты разговариваешь Могу еще в это смотреть. время? Можешь не смотреть, ничего себе, какая у тебя танцевальная. Ага. Это он. Ага. Мне больше нравится то, что мире тебе Это точно не смотреть. вок. Я надеюсь, у нас в машине есть пакет, потому что меня скоро вырвет. У тебя же руль, ты можешь притормозить. Это что за импровизация? Импровизацию включила. У меня что-то с левой почкой. Итак, огненные пальчики, ручки медузы, погнали. So let me teach you. Вау! У! Это было Easy, очень easy круто. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях танцор Дмитрий Богаченко. Дим, у нас есть еще несколько вопросов для тебя, но они в таком формате полублица. На каждый нужно ответить не дольше, чем за 10 секунд. Справишься? Не дольше, чем за 10 секунд. На Очень каждый. быстро. Очень быстро. Погнали! Let's go. С каким хореографом ты мечтаешь поработать? Зак Мил. У тебя есть недостатки, которые мешают тебе по жизни? Лень. Тебе нравится балет? Да, очень. Ты легко принимаешь критику? Да. Любимое домашнее животное? Собачка. На каком музыкальном инструменте ты бы хотел научиться играть? Пианино очень хочу. Смотришь ли ты сериалы? Да. Какие? Рик и Морти.
Мультсериалы, получается. Мультсериалы. А если сериалы, то много других. В целом понятно, да. Не мультсериалы. Как ты поднимаешь себе настроение, если вдруг тебе грустно? Ем. Что в Минске в первую очередь нужно показать иностранному гостю? Есть много чего. Так, например... Ну, кроме классов Дмитрия Богача. Дмитрия Богача? Ну, я думаю, Верхний город очень красивый. Спасибо тебе понятно. большое за твои ответы. Так, я вижу, что в руках появилось нечто. Что же это такое? Да, это студия танцев, которую я преподаю, Flying Stars, и я хочу подарить вашим подписчикам или одному подписчику абонемент на 5 занятий в этой студии танцев. К любому тренеру. Можно даже ко мне. Ну, отлично. Спасибо тебе большое. Итак, уважаемые телезрители, как стать обладателем этого абонемента? Нужно подписаться на инстаграм студии танцев Flying Stars, подписаться на инстаграм нашего шоу и под нашей совместной с Димой фотографией оставить комментарий. Один человек может оставить только один комментарий, и мы случайным образом выберем победителя, который в будущем станет превосходным танцором. Дима, у нас для тебя тоже есть подарок. Это замечательный новогодний свитшот от наших партнеров компании Марк Формель. Марк Формель — это стильная одежда для всей семьи, задающая настроение дня. Комфортные, уютные, оригинальные праздничные вещи для дома, для офиса, отдыха и активной жизни. Примерь свое настроение вместе с Марк Формель. Ну что, Дима, это все достается тебе с наступающими праздниками. И тебе спасибо большое, что сегодня посетил нашу программу. Было очень интересно. Спасибо. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сейчас нас с вами ждет самая современная наша рубрика, это Do IT. Ее ведущий Макс Илонов рассказывает о наиболее интересных новинках из мира технологий. Да, наш коллега знаком с ними не понаслышке. Что ж, давайте передадим ему слово. Всем привет! Я Макс Илонов. Я рад представить вашему вниманию рубрику Do IT, в которой мы беседуем о новостях из мира высоких технологий. Сегодня я расскажу вам об умной кровати, новом смарт-телевизоре под известным брендом, столе, создающем голограммы, и портативном аккумуляторе, который согревает зимой. Погнали! В полку умных вещей от компании Xiaomi прибыло. Представляю вашему вниманию кровать Milan Smart Electric Bed. Конструкция может сгибаться в двух местах, что позволяет либо выбрать один из 5 режимов по умолчанию, например, для чтения, просмотра фильмов и так далее, либо настроить угол под себя. Управляется кровать с помощью кнопок или голосовыми командами. Сделана новинка из высокопрочного стекловолокна, а также снабжена каркасом с 5 перегородками. Заявляется, что данная модель будет выдерживать равномерную нагрузку до 1000 килограмм. Новый продукт под брендом Nokia скоро появится в продаже. Это будет смарт-телевизор. Интересно, что его разработкой занимается индийская компания Flipkart. А вот HMD Global, производитель смартфонов Nokia, не имеет к устройству никакого отношения. Телевизор получит 55-дюймовый 4K UHD дисплей, будет поддерживать технологию Intelligent Dimming, а качественный звук должны обеспечить несколько динамиков JBL. Работать новинка будет на операционной системе Android TV. Цена устройства анонсирована в диапазоне от $500 до $700 США. Сегодня в свободной продаже появляются устройства, которые еще недавно казались чем-то совершенно нереальным. Инженеры австралийской компании Voxon Photonics разработали уникальный голографический стол для просмотра изображения, над которым не требуется никакого специального оборудования. По словам создателей, у них получилось что-то вроде 3D принтера, который словно печатает голографическое изображение в пространстве. В настоящее время основное поле деятельности для такого оборудования — демонстрация программного обеспечения в медицине и индустрия компьютерных игр. Еще один интересный девайс от компании Xiaomi — компактный Powerbank емкостью 5000 мАч, сделанный в стиле ретро-радио. Главная фишка устройства весьма актуальна. Оно помогает согревать руки зимой. Аккумулятор обеспечивает нагрев корпуса до 52 градусов, причем происходит это всего за 5 секунд. На корпусе есть две кнопки. Первая отвечает за зарядку и отображает оставшееся количество энергии. Вторая активирует функцию нагрева и отвечает за отображение температуры. С вами был Макс Илонов. Вы смотрели рубрику Do IT. Всем прекрасного дня и замечательного настроения. Пусть гаджеты вас никогда не подводят. Пока. Друзья, сейчас пришла пора поговорить о самом важном для организма человека времени суток. Речь идет о периоде, когда мы спим, ведь именно в это время мы набираемся сил для следующего трудового дня. В рубрике от партнера нашей программы, производителя шведских систем сна Hestens, мы говорим о нюансах ночного отдыха. Давайте смотреть.
Каждому из нас по утрам хочется чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, и современные технологии могут нам в этом помочь. Каким образом? Именно об этом мы и поговорим сегодня. На гаджеты надейся, а сам не плашай. Современные технологии способны улучшить качество нашего сна. Так, изготовитель шведских систем сна компании Hestons предоставляет своим клиентам максимально комфортное место для ночного отдыха. Вместе с тем, производитель рекомендует своим клиентам уделять меньше времени смартфонам и ноутбукам за час или два перед отходом ко сну. И советуют в качестве альтернативы провести это время за чтением бумажного текста. Первый гаджет, о котором хотелось бы упомянуть, это трекер в виде браслета или кольца. Данное устройство анализирует пульс покоя, время засыпания и подъема, промежутки бодрствования в течение ночи, а также смену стадий сна. Мониторинг этих данных помогает выявить проблемы, внести коррективы и в конечном итоге улучшить качество вашего сна. Соблюдение рекомендаций трекера гарантирует быстрое засыпание, минимальное количество пробуждений, а также отличное самочувствие с утра. Еще одно полезное приспособление – датчик качества воздуха. Данное устройство измеряет температуру, влажность, содержание углекислого газа и другие параметры воздуха. Анализ этих данных помогает выявить основные параметры, влияющие на качество вашего сна. Для их регулирования вам могут пригодиться увлажнитель воздуха, который рассеивает воду в виде прохладного тумана, а также умный термостат, который может поддерживать температуру на нужном уровне или при необходимости менять ее в течение ночи. Не стоит забывать и об освещении. Наличие в комнате умных лампочек, которые способны менять гамму света в зависимости от времени суток, способствует улучшению качества сна. В наше время с развитием технологий улучшить свой сон стало гораздо проще. Главное, с умом использовать вспомогательные девайсы и выбирать лучшую обстановку для спальни. Например, шведские системы сна от компании Hestons. Они созданы для того, чтобы за ночь вы набрались сил и оставались полны энергии целый день.